Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья и сестры. Сегодня вкратце расскажем про веление жертвоприношения, также про праздник жертвоприношения. Альхамдулилля, в этом году, в 26-м году, праздник жертвоприношения, Айд-уль-Адха, он приходится на дату 27 мая. Каждый год, знаете, по исламскому календарю 355 дней, а по нашему григорианскому календарю 365 дней. Из-за этого отличия между ними на 10 дней каждый год двигается. То есть в следующем году будет примерно 17 мая будет. В этом году 27 мая, иншаллах, будет праздник жертвоприношения, иншаллах. Что же касается этого, конечно, Всевышний Аллах Субхану в суре Каусар сказал: «А'уду биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, инна а'атайнака аль-каусар, фасалли ли раббика ванхар, инна шаняка хуваль абтар». Этот аят, это сура Каусар, который не способен. И это о чем говорит? То, что нам тоже, уважаемые братья и сестры, каждому верующему, который обладает нисабом, который имеет возможность, он должен принести жертвоприношение либо одного барана, годовалого и выше. Если козленка, то также годовалого и выше. Если это крупнорогатый скот, то есть это, например, бык или корова, то от 2 лет и выше. И если это верблюд, то от 5 лет и выше, уважаемые братья и сестры. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит то, что самое любимое деяние для Аллаха в Айд-уль-Адха, то есть праздник жертвоприношения, это вот именно пролитие крови, иначе говоря, само жертвоприношение. Потому что жертва на животное в судный день, тоже, как говорится в хадисах, она вместе со своими копытами, рогами, шерстью, она будет взвешена на весах деяний. И за каждую волосинку нам воздастся деяние, благое деяние, и нам будут прощены грехи. А с первой капли крови, пролитой из этого жертвенного животного, прощаются все грехи хозяина этого жертвоприношения. Иначе говоря, если каждый из нас, он приносит жертвоприношение в этот день, то Аллах Субхану прощает ему все его грехи. Вот представьте, ради такой награды нам стоит принести жертвоприношение, уважаемые братья и сестры. В других хадисах тоже говорится, что о предостережении тем людям, которые имеем возможность, не принести в жертву. Посланник Аллах сказал: «Ман ваджада сиатан фалям юдухи фаля якрабанна мусалляна ау кама кала алейхиссалату вассалям». Тот, кто, имея возможность, не принес жертвоприношение, тот пускай не приближается к нашим местам моления. Иначе говоря, именно места моления айт-намаза, уважаемые братья. Вот какое такое, да, сильное предостережение. Поэтому, имея возможность, каждый человек, он должен непременно один раз в году ради Аллаха Субхану принести жертвоприношение. Обычно, по нашим обычаям, когда человек болеет и выздоравливает, либо возвращается с большого путешествия, либо он покупает дом. Обычно мы устраиваем в таких случаях пир, да, небольшой той, и там мы приносим жертвоприношение. А тут сам Аллах нам велит. Сам Аллах велит принести жертвоприношение. Поэтому, иншаллах, имея возможность, мы должны обязательно, непременно принести жертвоприношение ради Аллаха. Также это является сунной Ибрахима алейхиссалям. Самый первый, да, то есть один из первых пророков, Ибрахим алейхиссалям, наш отец, уважаемые братья, Ибрахим алейхиссалям, он принес в жертву своего сына Исмаиля алейхиссалям. Буквально. Ну, это было, конечно, испытание Аллаха Субхану, то, что нужно было именно испытать, совершит ли, то есть он сделает ли веление Аллаха Субхану или не сделает. И об этом в аяте Всевышний Аллах Субхану в суре Саффат говорит: «А'уду биллахи мин шайтанир раджим, фалямма балага ма'аху сa'я, кала я bunayya, инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين». Когда он, Ибрахим алейхиссалям, когда он, Исмаил, достиг возраста, когда смог помогать ему, своему отцу, он, Ибрахим алейхиссалям, сказал: «О сын мой, я вижу во сне, как я приношу тебя в жертву. Что ты думаешь об этом?» Он, Исмаил алейхиссалям, ответил: «О мой отец, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня среди терпеливых». Когда они оба покорились велению Всевышнего Аллаха, и он, Ибрахим, уложил его сына на бок, мы обратились к нему: «О Ибрахим, ты подтвердил правдивость сна,
ты выполнил наше повеление, теперь достаточно, остановись. Поистине так мы воздаем делающим добро, избавляем их от тягот. Это явно было испытанием. И в этих аятах, уважаемые братья, Аллах Субтитры, он, как сказано, да, посланник Аллаха, он посылает райского кушкора, который вместо Исмаиля алейхиссалям был именно зарезан здесь. И самая первая основная, да, то есть деяние для каждого мужчины, для каждого верующего, вот сунна Ибрахима алейхиссалям, то, что он именно заколол это животное, жертвенное животное было из рая, уважаемые братья. И точно так же нам каждый год, день Курбан айта, нам нужно заколоть жертвенное животное, иншаллах. Как мы уже сказали, самое любимое деяние для Аллаха Субтитры в день Адха – это заколоть жертвенное животное. Поэтому, иншаллах, еще касается то, что каждый человек, имея возможность, как мы сказали, а кто имеет возможность? Если мы скажем, то каждый человек, который имеет нисаб. Нисаб – это вот в шариате тот человек, который обязан выплачивать закат. То есть сама грань, с этой грани начинается именно выплата заката. В наши деньги, если 612 граммов серебра, это вот самая, да, низкая степень нисаба, и выше, если человек имеет в обороте. Если в деньги мы сумму переведем, нынешнего 26 год, фатва, это около 135 тысяч сомов. Если вы имеете 135 тысяч сомов и выше, то один раз в году вы должны уже выплачивать закат, уважаемые братья. И вот вам также нужно в день Курбан айта принести жертвоприношение. Эти имущества, это деньги должны быть вне ваших потребностей, то есть вне вашей квартиры, там, да, обычных потребностей, вне долгов. Если у вас есть такая сумма, то вам нужно непременно принести жертвоприношение. Если считать по золоту, то это 85 граммов золота. Наши деньги вот 2026 года, если курс считать, около 720 тысяч сомов. То есть, имея такую возможность, каждый из нас, из братьев и сестер, они должны принести жертвоприношение, иншаллах. Жертвоприношение приносится как и от мужчины, так и от женщины тоже. Если в вашей семье несколько человек обладает нисабом, то есть у жены отдельный оборот, у мужа отдельный оборот, то и муж должен отдельно принести, и жена тоже должна отдельно принести, уважаемые братья и сестры. Также является сунной принести жертвоприношение, уважаемые братья, не только от своего имени. Если у вас возможность позволяет, то и принести жертвоприношение от имени посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Также от имени праведных сподвижников и праведных людей, которые жили после этого. Поэтому, иншаллах, то есть не нужно скупиться в этот день, нужно ради Аллаха Субтитры. Если вы настолько человек скупой, либо если вы человек, у которого возможность чуть-чуть не доходит, либо не позволяет, но вы все равно решились принести жертвоприношение, вы можете не раздавать мясо, а просто заколоть животное ради Аллаха Субтитры и оставить все мясо себе. Таким образом, вы непременно, то есть выполните веление Всевышнего Аллаха Субтитры хотя бы, да, уважаемые братья. А если у вас возможность позволяет, то является мустахаба, желательным действием жертвенного животного, уважаемые братья, разделить на три части. Это одну часть оставить себе, одну часть раздать неимущим, и одну часть раздать также родственникам, близким друзьям. Вы также можете полностью все мясо раздать неимущим, если вы человек, который живет в достатке. Сколько братьев и сестер, которые не ели мясо буквально месяцами. Сколько семей, сколько вдов, уважаемые братья, сколько детей-сирот, которые нуждаются в этом. Поэтому, иншаллах, давайте не забывать о них и помогать, чем можем. Потому что мы как бы катализатор. Аллах посредством наших рук дает этим неимущим масакин аль-фахура, то есть всем бедным неимущим. Поэтому, иншаллах, благодарить Аллаху Субтитры ради этого, да, то есть благодарить Аллаху Субтитры, то, что Он дал нам возможность жить в достатке и быть в этом благодарным, также не забывая о неимущих, иншаллах. Это касается самого всего, да. Уважаемые братья, также нужно знать то, что жертвенное животное должно быть, как мы сказали, если это баран, то от года и выше. Если по внешности 6-месячный да, ягненок, он смотрится как годовалый, то его тоже можно заколоть. Но это веление касается только лишь барана, уважаемые братья. Что касается коров, как мы сказали, от 2 лет и выше, верблюд от 5 лет и выше. Эти крупнорогатый скот, уважаемые братья, его могут зарезать, заколоть 7 человек. Все 7 человек должны с намерением курбана, да, то есть жертвоприношения именно. Если, например, 6 человек хотят скинуться деньгами и заколоть животное, а 7-й человек также скидывается вместе с ними, но у него намерение не жертвоприношения, а просто взять мясо, то курбан, то есть жертвоприношение всех этих 7 не принимается.
Поэтому все 7 человек должны с намерением жертвоприношения это сделать. Также они могут и быть в пятером, в шестером, например, в четвером, втроем. Один человек может крупнорогатый скот также зарезать, если возможность позволяет, уважаемые братья. Почему? Ну, максимальное количество на одно жертвенное животное крупнорогатое это 7 человек должно быть. Как мы сказали, мясо мы можем раздать неимущим полностью, да, сколько медресе у нас есть, сколько дом сирот есть у нас, дом престарелых есть и так далее, тем людям. Также, в первую очередь, родственники, близкие, дальние родственники и наши соседи тоже в этом нуждаются, иншалла. Поэтому про это не забывать, непременно сделать. Также веление про жертвоприношение в этот день, уважаемые братья. Обычно вот именно горожане, наши русскоязычные братья, они, если вы сами можете зарезать, заколоть собственноручно, то это хорошо, это является мустахабом. Но если вы это не можете сделать, то можете обратиться к мясникам. То есть мясники, скотобойни есть, в этих скотобойнях есть мясники, которые с бисмилля Аллаху Акбар также профессионально могут вам заколоть животное от вашего имени. Вы будете там присутствовать. Этих скотобойн у нас по всему Бишкеку, по всему Кыргызстану тоже очень много. Поэтому в этих местах, особенно касается горожан, если вы сами не можете этого сделать, вы можете посетить эти места, скотобойни, там же приобрести жертвенное животное и ради Аллаха Тааля заколоть это животное там, находясь там. Вам эти профессионалы, мясники, они вам зарежут это животное, разделить его по частям. И обычно в этих ситуациях они оставляют вот именно, то есть нижнюю часть ног, да, то есть с копытами, и шерсть оставляют. И эту часть, то есть шерсть и нижнюю часть ног не нужно оставлять в качестве уджра, то есть в качестве, уважаемые братья, да, платы за вот это именно мясника. Не нужно оставлять. А если вы это делаете ради Аллаха, как хадия делаете, то есть вы говорите, вот от меня это садака хадия, пускай нуждающиеся возьмут там, используют эту вещь, то есть шкуру этого барана, да, жертвенное животное, и эти, например, нижнюю часть ног, то можно. А если вы даете в качестве уджра, то есть в качестве платы, то ту сумму, которую вы даете, эту сумму нужно будет садака сделать. Если вы продали, эту деньги нужно сделать садака, чтобы ваше жертвоприношение было принято, уважаемые братья. Вот такие веления касаемо самого жертвоприношения, уважаемые братья. Если вы в первый день, то есть 10 числа Зуль-Хиджа, по нашему календарю это будет 27 мая, не смогли, не успели принести жертвоприношение, можно во второй день. Во второй день, то есть 28 мая. Также, если вы не успели во второй день, не решились, то решили в третий день, также в третий день тоже можно. Это будет у нас 29 мая, уважаемые братья, то есть 12 часов Зуль-Хиджа. В эти дни. Но, конечно, награда за первый день, если вы принесете жертвоприношение, будет больше, чем во второй день. Во второй день больше, чем в третий день. А после третьего дня, то есть после асра намаза третьего дня, 29 мая будет в этом году, уже не будет то есть принято жертвоприношение, потому что, уважаемые братья, уже 3 дня дается нам на это. Поэтому, иншаллах, давайте самый первый день сделаем, иншаллах. Если у кого-то возможность не позволяет во второй день, если не позволяет, то и в третий день. Про цену самого жертвенного животного, как говорят некоторые именно те люди, которые работают в этих скотобойнях, они говорят тоже, не нужно торговаться, нужно брать за ту цену, за которую вам говорят. Можно торговаться. Но торговаться можно как и чтобы снизить стоимость жертвенного животного, и также, чтобы и поднять стоимость жертвенного животного. Поэтому, иншаллах, об этом не будем забывать. Вкратце, это были веления, касаемо жертвоприношения. Также, уважаемые братья и сестры, нужно знать о том, что жертвенное животное, она должно быть без изъянов. То есть, она не должно быть слепым, хромым, либо слишком худым, либо каким-то больным, уважаемые братья. У него должно быть все части тела целыми. То есть у него не должно быть отрезано ухо на 1/3 и больше. Если будет меньше этого, то разрешается. Обычно у нас ставят именно такой значок, да, там бирку ставят, либо отрезают кончик, ничего страшного. Но если треть уха и больше часть уха нету, либо хвоста, либо какой-то части тела, то, уважаемые братья, это жертвенное животное не считается. То есть нужно будет отдельно уже принести жертвоприношение. Также само время жертвоприношения это после айт-намаза. Вот 27 числа, иншаллах, мы будем читать айт-намаз в 7:30 утра по всему Кыргызстану. Также на Старой площади у нас в Бишкеке. В 6:30 утра начинается проповедь во всех мечетях, также на площади. Иншаллах, и в 7:30 мы начнем читать Курбан айт-намаз. Поэтому об этом не будем забывать в это время. И после этого, самое первое день, которое нужно сделать, это, уважаемые братья, принести жертвоприношение, иншаллах. То есть время этого не должно быть до, а именно после айт-намаза должно быть. После айт-намаза. То есть некоторые люди думают, что можно принести и уже с наступлением утра
27 числа до айт-намаза они закалывают животное, а это что не считается. Поэтому об этом посланник Аллах говорил, то, что тот, кто принес жертвоприношение до айт-намаза, пускай принесет ее еще раз, да, после этого, после айт-намаза. Поэтому об этом, иншаллах, не будем забывать. Вкратце, это веление касаемо жертвоприношения. Также этот день, уважаемые братья и сестры, является чем? Это является праздником, который сам Аллах Субхану обозначил. Посланник Аллах в одном своем хадисе сказал, то, что Аллах дал нам в качестве праздника два дня. Это Орзо айт и это Курбан айт. 2 дня, которые обозначил нам сам Всевышний Аллах Субхану. Поэтому в эти дни давайте встречать эти дни как именно истинно верующие, как праздник нужно. Не как, то есть день, когда мы поминаем усопших. Да, благо, машаллах, поминать усопших людей, но не нужно этот день делать днем траура. Это день праздника. Дарите подарки друг другу, уважаемые братья. После жертвоприношения, да, то есть посетите своих родителей, посетите родственников. Если вы на кого-то обижены, ради Аллаха, простите его. Если кто-то на вас обижен, ради Аллаха, попросите у него прощения. Этот день должен быть причиной чего? Смирения, примирения между родственниками, близкими, друзьями и так далее. Поэтому, иншаллах, давайте об этом не забывать, стараться в этот день с праздничным настроением. Вот обычно мы привыкли, да, отмечать государственные праздники, такие как Новый год, 8 марта, 23 февраля. В эти дни, 14 февраля, у нас такое праздничное настроение буквально. А почему мы, как верующие, должны с таким намерением, настроением встречать именно Айд-уль-Адха, то есть, уважаемые братья, праздник жертвоприношения, Курбан айт? Непременно должны. Поэтому, иншаллах, давайте быть истинным верующим, как сказал Всевышний Аллах Субхану: «Я айюхаллазина аману удхулу фи сильми кафа». О, те, которые уверовали, входите, да, войдите в религию ислам полноценно. То есть, давайте, братья, уважаемые сестры, полноценно зайдем в ислам, иншаллах, и эти дни, как истинно верующие, встречать эти праздники, иншаллах. Что же касается айт-намаза, уважаемые братья, нужно одеть новую одежду, хотя бы нужно, да, то есть желательно самую чистую, лучшую одежду вашу одеть и прийти в мечеть. Мужчинам, женщинам, если есть женские места моления, тоже могут присутствовать также, но в основном мужчины. Они присутствуют, и они, конечно, должны пораньше прийти, после уже фаджр намаза, то есть надушиться тоже благовонием хорошими, постричься, опрятными, прийти на айт-намаз, послушать проповедь, после этого прочитать айт-намаз. Айт-намаз считается, 2 раката читается намаз, об этом также мы скажем. То есть это добровольная молитва, то есть это нафиль намаз, добровольная молитва. Пока не забыл, скажу про веление. Жертвоприношение в ханафитском асхабе, если человек обладает нисабом, является ваджибом, то есть обязательным действием, деянием. А в других масхабах является суннат муакка, то есть закрепленным суннатом путем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Что же касается айт-намаза, также это является ваджибом, обязательным велением в ханафитском масхабе, уважаемые братья. Поэтому, иншаллах, в этот день нужно прочитать 2 раката айт-намаза вместе с джамаатом. Имам перед айт-намазом он начинает читать, и если мы скажем про дополнительные такбиры, в отличие от других намазов, считается 2 раката, после первого такбира имам, да, Аллаху Акбар, поднимает руки около ушей, и он про себя читает сана, то есть восславление Аллаха Субхану, который мы читаем обычно в намазе. Потом, после этого, уважаемые братья, имам поднимает дополнительно, после сана он поднимает дополнительно 3 раза, руки поднимает и говорит такбир. И мы тоже, те, кто уповали на имама, последователи, мы также повторяем эти движения. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вот на основании мочек ушей, да, нужно поднять 3 раза. То есть в общем 4 такбира. Первый такбир, чтобы войти в намаз, 3 дополнительных такбира, чтобы вот эти такбиры касаются именно айт-намаза, уважаемые братья. После этого имам читает ауду бисмилля, он читает фатиху суру, дополнительную суру, потом совершает руку, саджда и встает на 2-й ракат. После 2-й раката имам читает бисмилля, фатиху читает дополнительную суру, и перед тем, как пойти на руку, уважаемые братья, вот здесь, внимание, дополнительный такбир, он совершает, да, поднимая руки, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, то есть 3 раза поднимая руки, он говорит такбир, Аллаху Акбар, и, уважаемые братья, на 4-й такбир он идет на руку, встает после руку и заканчивает намаз, как обычно мы заканчиваем намазе. То есть дополнительные 3 такбира в каждом ракате, в общем 6 такбиров. Вот отличается этим тем самым
айт намаз от других намазов. Поэтому, иншаллах, об этом мы должны знать. Как напоминание, верующим я говорю. И если хутба в день джума читается перед джума намазом, то в день айт намаза, уважаемые братья, хутба читается после айт намаза. После айт намаза. И поэтому нам не стоит вставать с места, уходить куда-либо, а нужно дождаться до конца, дослушать проповедь имама. Часто ошибка наших верующих братьев, которые посещают мечети, в джума намаз, когда имам читает проповедь, либо на айт намаз, когда читает имам проповедь, все стоят с места, двигаются, чем-то занимаются, кого-то отвлекают. Вот эти деяния, уважаемые братья, вот эти действия являются нежелательными макрух тахриман. Нужно именно слушать проповедь обязательно. Об этом Всевышний Аллах в Коране сказал: وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Садакаллаху аль-азим. Когда вам читают аяты Всевышнего Аллаха, то прислушайтесь внимательно. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. То есть молча прислушайтесь внимательно к этим аятам, чтобы Аллах был милостив к вам, чтобы над вами Аллах смилостивился. Вот такое веление, поэтому, иншаллах, хутбу слушать нам обязательно нужно после этого. И после этого мы как бы с джаматом все так повторяем такбир: Аллаху акбар, ла иляха илля Аллаху акбар, ва лиллахи хамд. Вообще, уважаемые братья, эти 10 дней Зуль-Хиджа, в котором мы находимся, 10 числа это у нас считается Курбан-айт, с 1 числа, то есть до 10 эти дни особенные дни, уважаемые братья. В эти дни мы должны совершать больше благ. Вот если сегодня посмотрим, сегодня у нас 8 число Зуль-Хиджа, еще есть время. Завтра будет день Арафа, день стояния на горе Арафа, когда наши паломники, они стоят на горе Арафа, и у них вот таким образом они совершают хадж, делают дуа, уважаемые братья. А мы, находясь здесь, также должны поститься, иншаллах. Про пост в день Арафа посланник Аллаха сказал в своем хадисе: то есть тот, кто постится в день Арафа, тому прощаются предыдущие за год грехи и последующие за год также грехи, уважаемые братья. Поэтому, иншаллах, давайте поститься. Завтрашний день, иншаллах, это день Арафа уже считается, а нам нужно будет поститься. Иншаллах, об этом не забывать, с утра встать. Также с завтрашнего дня, то есть день Арафа, 26 мая, это у нас считается, мы должны поститься. И помимо этого еще одно деяние, которое должны сделать, это повторять такбир ташрих. Такбир ташрих читается после каждого фарз намаза. Один раз чтение читается ваджибом, 3 раза суннатом, уважаемые братья. Эти такбир, если на арабском произнесем: Аллаху акбар, ла иляха илля Аллаху акбар, ва лиллахи хамд. Вот эти слова, иншаллах, мы должны повторять после каждого фарз намаза. 26 мая, 27, 28, 29, 4 дня полноценно, и 30 мая тоже, до аср намаза. То есть 23 намаза, в общем, повторяется по ханафитскому масхабу. Один раз, как мы сказали, является ваджибом, 3 раза является суннатом. Как для мужчин, так и для женщин тоже. Просто женщина повторяет про себя, если они дома читают намаз даже, мужчина повторяет вслух, уважаемые братья. Об этом не забывать, друг другу напоминать, иншаллах, такбир ташрик, вот эти веления. То есть 5 дней, в общем, повторяем, 4 дня, 20 намаза, и 5-й день, вплоть до аср намаза. Завтра уже, иншаллах, то есть 26 мая, день Арафа, начиная с фаджр намаза, мы уже повторяем эти такбиры ташрих, иншаллах. Об этом давайте не забывать, об этом друг другу напоминать. Вкратце, в общем, уважаемые братья, вот такие вот веления Всевышнего Аллаха Та'аля, касаемые именно Курбан-айта, также айт намаза, иншаллах. Также есть небольшие тоже веления, которые адабы, мы если мы скажем, адабы чего? Принесение жертвоприношения. Об этом если повторим, тоже скажем, напомним, то есть нашим братьям, когда мы закалываем жертвенное животное, желательно повернуть его на левый бок в сторону кыбла, уважаемые братья. Закрыть глаза и перед жертвенным животным не затачивать ножи. Также перед одним жертвенным животным не резать другое жертвенное животное, чтобы она не боялась. Как сказал посланник, то что хотите ли вы 2 раза его зарезать? То есть первый раз посредством страха, а во второй раз буквально. Поэтому, иншаллах, вот такие вот небольшие адабы нам нужно соблюдать. И непременно нужно говорить бисмилля Аллаху акбар, когда мы это закалываем жертвенное животное. Если человек преднамеренно оставляет эти слова, то без этих слов он просто закалывает животное, жертвенное животное считается недозволенным.
то есть харамом считается. Поэтому мы не должны забывать про эти слова, стараться, да, упоминать. Бисмилля Аллаху Акбар. Если человек просто не специально, вот иногда бывает, человек, он раз в году, например, хочет зарезать животное, сам собственноручно, и он в тот момент просто забыл. Если по забывчивости, то это считается, животное считается дозволенным, но не специально, помня, зная об этом, если он не выговаривает слова, бисмилля Аллаху Акбар, то животное считается недозволенным. Вот такие вот слова. Также, когда мы перед забоем, считается сунна произнести эти слова: «Инна саляти, о нусуки, о махьяя, о мамати лилляхи раббил алямин». Поистине мой намаз, да, мой намаз. Также мое жертвенное животное, моя жизнь и моя смерть принадлежит Аллаху Субхану, Господу миров. Вот эти слова, которые мы должны произнести. Это дуа, также это считается аятами из Корана, уважаемые братья. Вкратце, вот такие вот веления, уважаемые братья. Конечно, есть очень много вопросов. Если у вас будут вопросы, можете написать в комментариях. Мы, иншаллах, постараемся ответить вам на эти вопросы. Конечно, вот один вопрос, который я вспомнил. Если человек не обладает нисабом, то есть у него, возможно, не позволяет, ему не нужно брать в кредит деньги, чтобы принести жертвоприношение, либо брать в долг. Если у него есть возможность, то пускай он делает. Если нет, то иншаллах сделать хотя бы намерение, чтобы в следующем году непременно принести жертвоприношение, уважаемые братья. Так, вкратце, вот такие вот веления, которые мы сказали. Я думаю, на этом, иншаллах, закончим наш эфир. Если у вас будут дополнительные вопросы, можете также в комментариях обратиться, либо можете ко всем устазам, которые в ваших мечетях, иншаллах, обратиться, дополнительно спросить, если у вас какие-либо вопросы есть после этого, иншаллах. Ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату. Пускай Аллах Субхану даст вам возможность в этот день встретить айт, то есть день айта, да, полноценно, здравия, иншаллах. И каждому из нас, пускай возможность даст, чтобы мы сами от своего имени каждый год принесли жертву ради Аллаха Субхану. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк, вальхамдулиллахи раббил алямин.